Идем навстречу с работником Национального музея. Еще должна подойти Ольга Гелиосовна, член Российского географического общества. Добрались мы доверху, встретились с Мельниковой Анной, работником Национального музея Республики Коми. И она нам расскажет историю Сыктывкара, ключевые моменты, интересные события. Анна, расскажите про Сыктывкар, про появление этого города, с чего все началось, когда это началось? Родион, мы сейчас стоим с вами примерно в том месте, откуда началось селение Уссысово. Конечно, до первого тысячелетия уже нашей эры здесь были люди, но они на долгое время не останавливались здесь. То есть приходили, осваивали поселение, но через какое-то время уходили с этих мест. А вот впервые в письменных источниках Уссысово упоминается уже в 1586 году. Вот примерно эта территория, где есть деревянная церковь небольшая, крестьянские дворы. И уже в 17 веке, когда меняются торговые пути в Сибирь, Республика Коми, современная территория, остается несколько в стороне от этих торговых путей, но южнее все проходит, но именно Сысово и Вычегда становятся таким местом транзитной торговли. И вот на этой волне Уссысово начинается очень бурно развиваться. На север идет хлеб, отсюда вывозят пушнину, точильный камень, сереговскую соль. И в это время начинает развиваться местное купечество, которое, к сожалению, пока не может быть фактически зарегистрировано в связи с Сысольском, потому что нет еще статуса города. Им приходится регистрироваться в Яринске, приписываться к Яринску, потому что это купечество, это городское сословие. Надо платить налоги. Вот. И в это время потихонечку начинает расти роль купцов Сухановых. И уже когда происходит территориально-административная реформа Екатерины Великой, выбор практически очевиден, что делать центром уезда образованного. И можно сказать, что с одной стороны мы стали городом благодаря вот этой вот реформе государственной, а с другой стороны благодаря тому, что здесь очень бурно развивалась торговля и торговые семьи. Ну, это, наверное, было благодаря предприимчивости самих Сухановых. Да, исключительно, да. И в 1780 году, когда реформа завершается, когда Уссысольск становится центром уезда Вологодской губернии, здесь уже проживает 1700 с небольшим человек, то есть это очень крупное селение по тем временам. И получая статус города, мы получаем герб, официальный такой документ, который не мог получить простое там село. Ну, селение образовалось тоже не на пустом месте. Это было кус деревень, такие как Кируль. В Тентюках были тоже какие-то поселения. В районе Давпана были поселения. Да, но фактически вот эти вот все населенные пункты, местечки, да, они входят в состав уже города уже в 20 веке. Объединились, то есть они уже в 1900-е годы. Да. А до этого вот то, что нам обозначили, собственно, городской чертой, это всего 12 улиц от реки Сысолы, 5 улиц вверх до современной Первомайской улицы. В конце 19 века ее называли Западно-Загородная улица, потому что это действительно была окраина. Да, такая, собственно, городская территория. Ну и 7 улиц расходятся веером от реки. Небольшой достаточно город, но и даже вот за эти границы Сыктывкар, то есть Усть-Сысольск, выходит только уже в 20-е годы 20 века. Вот с 1780-х годов до 1920-х годов нам хватает того, что определили вот планом екатерининского времени. Сухановы предприимчивые, да, чрезвычайно люди, которые хлопотали за то, чтобы Уссысово стало городом, потому что связывали свое будущее с этим местом, дальнейшее развитие. И они вкладывались в город во всех смыслах. Уже в XVIII веке, в 1733 году, началось строительство вот на этом месте Покровского храма, будущего Троицкого собора. Строительство велось до 1788 года, и
именно Покровскую церковь и колокольню строили исключительно на средства купеческой семьи Сухановых. Это очень большой вклад, но и в рамках города это был не единственный храм, который был построен Сухановыми. Они были благотворителями, они были снабженцами города, ну и впоследствии управленцами. Вот в то же время, когда проходит территориально-административная реформа, появляется и жалованная грамота городам, где закрепляются основные функции городского, в том числе вот, городского уровня самоуправления. И вот в том числе Сухановы становятся и гласными городской думы, и городской управы, и городскими головами, то есть являются первыми лицами в городском самоуправлении. Троицкий собор, величественный каменный храм, который стоял прямо на берегу Сысолы, и в связи с этим, поскольку берег у нас неустойчивый, постоянно случались оползни, и к XIX веку была уже большая угроза того, что храм может обрушиться. Люди, которые приезжали, а вот мы можем представить, что вот тут внизу была пристань, и вообще река была основным средством сообщения, способом добраться до города Усть-Сысольска. Люди, которые подъезжали к городу Усть-Сысольску, замечали в том числе, что немножечко храм наклонился в сторону реки. И один из наблюдательных людей, это Петр Виноградов, учитель древнегреческого и латинского языков в духовном училище, он в своем дневнике записал, что такое ощущение, что колокольня хочет искупаться в реке, имеет такое намерение. И это все беспокоило местных жителей, верующие были обеспокоены и тем, что в какой-то момент даже запретили звонить в колокол, даже по праздникам православным, и поэтому решили вызвать из Великого Устюга мастеров, которые сделали дугообразные подпорки колокольни и тем самым сделали более устойчивой эту колокольню. К сожалению, Троицкий собор завершил свое существование в 1936 году. Его разобрали полностью до основания. Здесь некоторое время был котлован огромный. Эту территорию включили в состав Кировского парка. В 1934 году Кировский парк был учрежден и открыт. И кирпич Троицкого собора пошел в том числе и на строительство разных объектов в городе. Первого корпуса КГПИ, первого высшего учебного заведения нашей республики, и в том числе вот часть кирпича, уже непригодного к строительству, применили при прокладывании здесь аллей и дорожек и в оформлении клумб городского парка общественного. Сухановы после того, как выстроили здесь вот этот вот величественный собор, недалеко, чуть выше, по улице Покровской, она так называлась, потому что отходила от ворот Покровской церкви, выстроили двухэтажный особняк в начале 19 века, и прям вот из окон спален был виден Троицкий собор, и дома можно было слышать колокольный звон. Сделали они это, естественно, намеренно, для того, чтобы вот любоваться своим детищем. Сухановы, про них можно говорить долго, они, поскольку были основными местными виновниками в том, что мы получили статус города, именно в их доме, в деревянной усадьбе, проходили торжественный прием 10 сентября 1780 года по случаю обретения статуса города. Ну и одна из улиц города Усть-Сысольска, вот прямо на генеральном плане первом, была названа в честь Сухановых. Это современная улица Бабушкина, и, наверное, было бы справедливо сейчас в современном Сыктывкаре иметь именно такое название – Сухановская улица. Это исторически было бы оправданно и справедливо. Да, наверное, у нас вот с этим есть такая определенная проблема, что мало что из истории вообще прочитывается. Вот мы сейчас с вами стоим на стадионе Кировского парка. Нет ни единого намека на то, что здесь когда-то был собор. Да? Улицы тоже, вот их как в 1918 году переименовали, коммунистическая, Ленина, советская и так далее, вот они так и называются. В целом, возможно, многие и не стоит переименовывать, потому что советский пласт – это тоже очень важная часть нашей истории, часть, которая полна и побед, и
достижений, да, и многое того, что достиг Сыктывкар в 80-е годы 20 века, сейчас нам кажется какой-то сказкой, ну, и с точки зрения промышленности, да и просто с точки зрения количества населения города Сыктывкара. К сожалению, сейчас нас намного меньше, чем вот было в 80-е годы. Как я часто говорю, следы некогда развитой цивилизации еще местами остались. Да, да. А улицы смысла, наверное, нет переименовывать, потому что эта сложность будет с документацией. У нас сейчас город расширяется, есть новые улицы, есть новые в частных секторах. Их... Ну, они, конечно, находятся очень далеко, но вот я бы правильно сделали, что Стефановской площади вернули историческое название. И, наверное, Сухановская — это одна из немногих, которые хотелось бы, чтобы вернули тоже историческое название. Даже день рождения празднуем Сыктывкара вот с 1780 года. Вообще в свою летопись ведем с 1780 года, хотя была история и до. И она как раз самые такие интересные страницы, яркие страницы, связаны именно с Сухановыми. Анна, расскажите кратко о поселении Эньты. Ну, это, в общем-то, каменный век. В основном там найдены каменные орудия труда. Это вот как раз случай, когда человек ненадолгое время, судя по количеству инвентаря, пришел. И вообще все самые древние поселения, они находятся на том берегу реки. Ну, исследовал, видимо, территорию, возможно, подъел все ресурсы, которые предлагала эта территория. И появились какие-то затруднения с охотой или с рыболовством, и он ушел дальше. То есть надолго не задержался. Самая древняя лыжа, найденная на сегодняшний день, ее возраст около 8000 лет, это подтвержденный возраст радиоуглеродным анализом. Она хранится в отделе этнографии Национального музея Республики Коми. Она была найдена на археологическом памятнике Висский торфяник, это рядом с озером Синдер Книжпогосского района Республики Коми. То есть это буквально 150 километров от Сыктывкара. И там огромный памятник, очень богатый, много органики, предметов из дерева. Кроме лыж, там есть и санные полозы, и предметы, связанные вот с лодкой, и там веселка есть. То есть вот на тот период, 8000 лет назад, человек, который здесь жил, он имел уже средства передвижения на зимний период, летний период. Там были найдены все возможные предметы, которые связаны со всеми возможными способами рыболовства. Это и сети, и там поплавки, крючки, то есть с помощью удочки, с помощью разных ловушек, вот эти вот все морды, да, к примеру, которые в 20 веке использовали, это все человек использовал уже 8000 лет назад. И, возможно, изобрел он это еще несколько раньше. Просто на сегодняшний момент мы имеем именно такую датировку, ну, именно памятник с такой датировкой, а может быть, когда-то откроется что-то еще более древнее. Большое вам спасибо, Анна, за интересный рассказ, ликбез, так сказать, по истории. А мы отправляемся с вами дальше в путь. Будет еще много интересных мест, сюжетов. Следите за новостями, следите за видео и следующими выпусками. Родион, удачи и попутного ветра. Спасибо.